Владимирович, сейчас находимся на территории Мариупольского аэропорта. Здание у нас достаточно сильно разрушено. Активно были боевые действия, но полоса более-менее сохранилась. В план поставили в конце 2003 года, в декабре. Это в Донецке, да? Это уже в Донецке, вот в таком состоянии. Здесь у нас, кстати, Волноваха, она тоже практически вся восстановлена, включая больницу. Значит, драматический театр был вот такой, уже восстановлен. Владимирович, сегодня был там. 15 апреля готовы дать первый спектакль. Далеко отсюда? Отсюда недалеко. Давайте. Вот так вот, это уже вот это восстанавливает. Вот так. Филармонический театр или филармония? Значит, у нас и филармония, и драматический театр. Значит, филармония готова, а драмтеатр делает Санкт-Петербург к концу 2024 года. Но труппа уже и персонал 160 человек набрано. Значит, это вот Санкт-Петербург сделал сквер у Мариупольского драматического театра. Значит, и, Владимир Ильич, вы говорили про студентов. Это Приазовский университет. 1 сентября на 3000 человек. 82 тысячи квадратных метров, 11 корпусов. Будут учиться? Да. Будут учиться. Работает 1500 человек. Рядом, кстати, с этим вот такое красивое историческое здание, полностью карая весь квартал. Работаем, все запустим. И второй вопрос, вы мне сказали еще посмотреть Мариупольский государственный университет. Я по вашему поручению заезжал. Значит, тоже 1500 студентов, порядка 16 тысяч квадратных метров. Первый себя тоже сделали. Значит, очень были, конечно, большие проблемы с инфраструктурой. 44 так котельные. она и раньше, она просто и до военных действий. Она была изношена, плюс она была вот в таком состоянии. Вот это мы уже полностью котлы заменили, все сделали, 34 котельные запустили к отопительному сезону. И то, что вы приняли решение по инвестиционным бюджетным кредитам на 50 миллиардов, меняем сеть. Значит, меняем, но здесь и во всех городах, не только в этом. Полностью имеем план работы. Сделали, закончили полностью тепловую схему с привлечением специалистов из России. Меняем всю схему отопления. Часть старых котельных восстанавливать не будем делать небольшие блочные котельные, чтобы люди меньше будут платить за ЖКХ. Значит, электричество и дорог мы построили больше 100 километров различных объектов. Вот это Казов-Стали мост, отходя они его взорвали. Мы его так, конечно, восстановили пока во временном порядке. Всего у нас 2 моста было, но мы 5 мостов в этом году полностью восстановили. Проект только все-таки наверное, не просто, да? Конечно, но только на сносе и на уборке работает порядка 3000 человек и порядка 150 техник только на этом расходе. Значит, по дорогам. Это УДС, я сказал, 36 километров мы восстановили. Это одна из улиц. Но сейчас мы идем прямо комплексно. Проспекты замыкаем, круг вокруг. Делаем все это. Вот базово все. Спасибо. Работы, Владимир Ильич, конечно, очень много. Работа развернута. Много вопросов. Сейчас очень активно занимаемся с бизнесом. Спасибо. Да я даже вообще не ожидал. Можно с вами хотя бы поздороваться? Да хоть. Спасибо очень. Мы только по телевизору Очень вас сколько раз видели. Ничего, так надо же начинать знакомиться поближе. Только мы были в Крыму, передали по Я даже не телевизору. ожидал. Да, уже. Такая работа, да? А вы здесь живете? Видите, Адам у нас, кстати, у меня через 15 дней после вашего дня рождения мое. Тоже 70, но остался без ничего. Теперь есть Вот, все. ну, вот дали квартиру. Здесь документы, они будут печатать в Крым и в Ростов. Из этой задержки... Владимир Александрович, что вы сказали? Я говорю, спасибо вам за победу. Вам держаться, дай вам здоровья. Да, мы Вам счастья. Мы за вас молимся. Мы дождались. Очень ждали. Здравствуйте. Привет. Нравится? Нравится? Очень. Очень. Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь. Это маленький кусочек рая. Будем расширять. Будем. Можете пройти посмотреть, если желание. Да. Комнату, если хотите. Ну, если удобно. Мы даже не верили, что мы в этом году получим. Ага. Пройдите, вот кухня. Это все покупали, все, голые стены были. Только газовая печка, вернее, электропечка и все. Это все вот. Спасибо большое за все. Вам спасибо.
Давай, что с хозяином вообще. Спасибо большое, всего хорошего, до свидания. До свидания. Удачи. До свидания. Спасибо. Позитивного яхт-клуб в свое время они построили, он более-менее сохранился. А сейчас мы его подшаманим, очень приличный яхт-клуб. Значит, и набережная, как я сказал, 2,5 километра полностью, с местами отдыха, с беговыми дорожками, с пляжами. Вот сегодня прямо концепцию, Владимир Ильич, посмотрел, доработаю, если можно, покажу вам, хотел бы, чтобы вы взглянули, своим взглядом дали одобрить. Значит, 2,5 километра в первую очередь, а всего береговая полоса почти 8 километров. Значит, сейчас пока сделаем 2,5, сделаем саму дорогу, дорожки, а потом уже дальше все остальное вторым этапом. Включая порт и все. Народ, кстати, ходит. В храм сегодня с отцом Владимиром встречался. Разговаривал, говорит, народ стал возвращаться, стали ходить. Все нормально. Уже 6 действует по городу. Полностью сделано освещение, лавочки. Там смотровая площадка со стендом. Я люблю Мариуполь с видом на море. Шикарно. Вот полностью вся концепция готова. Доработаем, вам покажем. Посмотрим.